Не так давно в рамках Арсмира прошел круглый стол под названием «Границы суверенитета», инициатором и модератором которого был ваш покорный слуга. Разговор получился содержательным и разносторонним, если судить по реакции прессы и обсуждениям в соцсетях. Но самое интересное, что уже на этапе анонса события даже название темы некоторыми согражданами было неоднозначно воспринято, не говоря о содержании дискуссии. И получилось, как в недавней советской истории. Пастернака я не читал, но осуждаю. Что заслуживает несомненно интереса, и не только с филологической точки зрения. Мне кажется, что в свете перманентных дискуссий на паспортную тему, продажи недвижимости, оборота оружия, ИКЦ и так далее, проблема сути и содержания суверенитета является для Абхазии ключевой. Наш горький исторический опыт, даже упоминание словосочетания «границы суверенитета» некоторыми воспринимается как посягательство, собственно, на этот суверенитет. Мировая же практика трактует государственный суверенитет как неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, закрепленного в Конституции и других законодательных документах. Другое дело, насколько юридическая оболочка наполнена самодостаточностью, принципиальностью и рациональностью одновременно. Ратуя за формальное соблюдение буквы законов, обозначающих границы суверенитета, на деле мы в разной степени ответственности и соучастия многие годы размываем эти самые границы, не оплачивая свое энергопотребление, раздавая налево и направо паспорта, уклоняясь от налогов, садясь пьяными за руль, беря и давая взятки чиновникам. Да и просто бросая курок себе под ноги. Поэтому я от души приветствую и понимаю некоторую идеализацию, даже сакральность к понятию суверенитета, но есть и другая крайность болезненного восприятия и обсуждения этой темы. Это фарисейство, самопиар и, может, даже простая лень. Когда готов порвать на себе дюжину тельняшек в соцсетях, но не готов добросовестно и до конца выполнять свои обязанности гражданина своей страны. Сейчас мы медленно, спотыкаясь и даже ошибаясь, начинаем приходить к рациональному обсуждению жизнеустройства страны. Государственный суверенитет предполагает наличие красных линий, нарушение которых подвергает опасности этот самый суверенитет. К сожалению, за последние пятилетки мы не раз нарушили эти красные линии, когда брали на кабальных условиях кредит по реанимации железных дороги, раздавая десятками тысяч паспорта в нарушение всяческих законов, закамуфлированно продавая земли и объекты в обход казны государства, заключая международные договоры на заведомо невыгодных условиях. Нечто похожее происходило и в России в лихие 90-е. Причем Конституция государства там не переписывалась с тех пор. А вот содержание коренным образом изменилось с приходом нынешнего руководства в Кремль. Что подтверждает юридическую банальность. Зачастую виноваты не закон, а их плохое выполнение. Границы суверенитета идентичны государственным границам. У нас они упираются и в Россию, и в Грузию. И от того, как мы выстроим отношения по всему периметру нашего государства, во многом будет зависеть наше благополучное существование. Сложно ограничить соседом, который воевал и с которым не подписан мирный договор, но который при этом манит бизнесменов коммерческими преференциями и бесплатным лечением. А с другой стороны, есть единственный всемогущий союзник, который умом и сердцем стоит за тебя горой перед всем миром, но руками своих же некоторых чиновников может нечаянно задушить в братских объятиях. И тут надо проявить недюжую сноровку и принципиальность нашим властям, чтобы научиться и научить визави разговаривать на равных, несмотря на очевидную асимметричность величин наших стран. Существование государственных границ и границ суверенитета – это не только линия разделения с противником, а еще обозначение своих прав и возможностей, даже с главным союзником. В конце концов, даже между братьями на земле может проходить межа, и не обязательно в виде стены. Главное, чтобы ее признавали обе стороны и уважали, и даже обоюдно оберегали. Собственно, об этом и был круглый стол границ суверенитета.